Всегда в гостях у хозяйства Левкадия в Краснодарском крае, в Крымском районе, на хуторе Орджоникидзе. За моей спиной сыродельня, где делают камамбер, рикотту и другие интересные сыры из козьего, коровьего и овечьего молока. Французы называют его артизанальным, от слова домашний, то есть домашний цех. Такой небольшой, основное производственное помещение, которое настроено на монопродукт, но тем не менее площадка получилась достаточно универсальной, очень много сыров было разработано. В какой-то степени даже похвастались, потому что мы являемся тут передовиками вообще на постсоветском, наверное, даже пространстве в том плане, что мы работаем с ассортиментом молока. У нас есть все наименования логичные к переработке, это коровы, козы, овцы. У нас достаточно большой ассортимент, и мы занимаемся мононаправлением. Мы культивируем здесь белую плесень в виде пенициллина, в виде камамбера. 80% всех сыров это камамбер. Сейчас я вам покажу основной технологический процесс, покажу степень созревания его, да, от вчерашнего до тот, который ждет своей упаковки. Хранение молока, то есть какая логистика? Приехал молоковоз от партнеров, приехали там какие-то наши фермеры, привезли молоко. Принимаем его в танки на хранение. То есть универсальные емкости, 4 градуса дают, перемешивают. В принципе, классическая тема такая, ничего уникального там нет. Вот у нас есть целая батарея, стоит порядка 6 штук, потому что много есть пожеланий, и для каждого пожелания необходимо отдельно вести процесс. Поэтому молоко приехало, мы его приняли на хранение, дали ему отферментироваться сутки. И на следующие сутки мы его перерабатываем. То есть она уже такое подготовленное, ничего другого с него желательно не варить, потому что она подготовлена была для сыроделия. И закрытая магистраль, вот эта такая штука причудливая стоит. Это пастеризатор. На самом деле очень необычная, это такая... Она нагревает молоко, пастеризует, потому что в законодательстве мы не можем делать его из сырого молока. Но чем основан метод нагрева? То есть не теплый, холодный, да, типа обмен. То есть не пар пропустили, молоко рядом, а стоят два ротора, два двигателя. Они разгоняют жидкость до такой степени, толкают ее просто, что она от этого толчка идет трение, она нагревается. И вообще тут производитель, она электрическая, она очень много может давать молока. Раньше ставили их на подводных лодках, чтобы опресняли воду. Пришла к молочному производству, вот наш партнер даже француз не понял, как он работает. Он сказал, если вас, ребята, устраивает результат, то пусть работает. А почему молоко должно сутки продержаться? Во-первых, это удобно, ты не ждешь, ты организован. И сутки это нормальная практика. Мы берем из хозяйства свежее молоко, свеженадоенное, оно не очень хорошее, оно неспокойное. Его надо охладить, чтобы вот эта вся микрофлора там уложилась. И вот она как раз таки за сутки, за 24 часа укладывается, и потом она... Считается, что лучшие сыры ты можешь получить из такого молока, нежели из переработанного. Еще самый главный момент это то, что сварить на кухне без проблем. Прийти там вечером, кому угодно, один раз, вообще никакой сложности. Но делать это каждый день и делать это, во-первых, чтобы это было во вкус, в качество какое-то надлежащее. Потому что если, к примеру, дома вы варите 2 головки, одна не получилась, это 50%. Если варите 2000 головок, то что у вас там 1000, получили, 1000 выкинули, каждый день так не поработаешь. Один раз можно, но 2-3 раза ты уже в трубе. Это вчерашние сыры. 2-3 дня они здесь спокойно спекают, подсушиваются частично, и уже потом их другие сменяют, и они как раз таки формочки для камамбера. Он занимает у нас 80%, 85% всего объема. И формовщики делают около 2 штук в смену. Единовременно здесь крутится в разных местах 40 000 сыров. То есть вот такого формата, то, что вы видели. Разные. Есть упакованные, есть ждущие. Поэтому что мы говорим? Блок-форма. На одну блок-форму где-то 2,2 литра молока. То есть, как я говорил, в среднем 1 к 10. То есть 100 литров молока – это 10 килограмм сыра. Для твердых сыров есть одна очень интересная технологическая операция – это покраска сыров. Наносится цвет по наименованиям, то есть желтые сыры это коровьи сыры, черные козьи и коричневые это уже овечьи. Эти твердые сыры уже те, которые готовы созревать. Давайте зайдем сюда, можно пройти. Наш формат, то, что, к чему мы стремимся, легкодиски, то есть это прототип манчего испанского сыра, это из
козьего молока, желтые сыры, как раз таки из коровьего молока. И коричневые это все из овечьего молока. Это все уже из овечьего молока. Идет просто разная форма, пробовалась разные рецептуры, и поэтому здесь Разная выдержка или что? и разные выдержки тоже. А культура у вас откуда? Ну, европейские. А в России ничего такого нет? Именно производства нет, только продажа. А какое нужно молоко для сыра? Какими качествами нужно обладать молоку, чтобы из него можно было сделать хороший сыр? Не должно быть от счастливой коровы. Для довольного животного, то есть, которое должна хорошо получать нормальное питание и при этом будет и нормальное содержание, и тогда ты получишь нормальное молоко. Ну, есть параметры, но параметры они будут складываться только из питания и содержания. Очень большой уклон, конечно, сделали на гигиену. Сюда заостряем внимание, потому что не будет хорошего сыра без чистоты. То есть разные баки, то есть с разными концентраторами, под разные, машинка моечная, паровая стоит. Ну, то есть все, что необходимо, горячая, холодная вода, все удобство для того, чтобы все было чисто. Чтобы никаких сложностей в этом не возникало. Давайте проходите туда. Нет, здесь уже финальное созревание. Я понимаю, да. Здесь уже сыры, которые прошли ряд технологических операций, это тихое созревание, они сюда заходят по очереди. То есть одни толкают предыдущие. Классическая форма это 250, 270, 300 грамм, то есть вот это классик. Надо взять сырное зерно, положить его в форму. Да. А потом? Ну, придать ему форму, зафиксироваться и дать ему прорасти. А как его засевают плесенью? Просто спрей. Знаете, как для лука. Спреем? Да. И потом, когда она уже посеяна плесенью, просто нужно теперь соблюдать температурный режим и все, и ждать. Да, да. Температура, влага, еще очень важно переворачивать их в нужный момент, потому что, видите, могут вырастать. Ага. То есть уход нужен. То есть за всеми сырами нужен уход как минимум 3 раза в неделю, подойти к ним, посмотреть, пощупать его, что с ним. Всегда надо с камамбером учитывать момент, когда вы берете, на какой момент. То есть к концу срока, когда идет активная ферментация, да, мякоть, она размещается. Всегда производитель указывает дату производства. Вы прибавляете, ну, я считаю, что минимум 30 дней. То есть вы прибавляете 30 дней. Это после того, как сыр вышел из завода. Да, плюс 30 дней. Он набирает вкус, потому что, к примеру, вот у нас бывает такой момент, когда у нас на фирменном магазине купили, да, свежий сыр, о, вот это не камамбер. Стоп, ребята, ему надо просто полежать. То есть у нас то плечо, которое едет в Москву, да, логистическое, это 2 недели. Плюс полка 3 недели, и уже потребитель, как правило, берет в больших городах уже сыры созревшие.